существует такое насекомое, большая восковая моль, которая имеет большую ценность для населения и для людей, как для здоровья и для других сфер деятельности. Насекомое относится к семейству чешуекрылые и имеет полный цикл развития: личинка, куколка, имага и яйцо. Самой вредоносной из всех этих стадий, конечно, является личинка. Развивается она примерно до 30 дней. Эволюционно вообще данное насекомое приспособлено жить в улье и является серьезным вредителем для пчел. В чем именно вред? Именно в том, что она поедает все содержимое улья и нарушает целостность семьи. Является распространителем различных заболеваний, и пчеловод, как только может, конечно, борется. По большому счету считается, что если семья сильная, то восковая моль не заведется в семье. Применяются различные методы борьбы с насекомым, но самые щадящие и биологические – это применение различных трав, такие как пижма, душица, обкуривание этими растениями ульем. Если говорить про строение самого насекомого, самой личинки, то здесь нужно сказать, что есть основные 3 отдела. Это голова, грудь и брюшко. И что интересно для широкой публики, именно то, что возраст данной личинки определяется по ее головной капсуле. Она как шлем растет и со временем становится тесным, и она снимает его и растет новый. Таким образом происходит линька. Считается, что у личинки 7 возрастов, 7 стадий линьки. Личинка для того, чтобы передвигаться по сотам, плетет паутину определенную и создает некие туннели. И таким образом защищает себя от того, чтобы ее не жалили пчелы. Дальше следующая стадия – это предкуколка, когда личинка прогрызает различные щели для того, чтобы создать кокон. Пребывает она в нем примерно 7 суток. И следующая стадия – это имага. Для данного насекомого характерно половой диморфизм. Самцы и самки отличаются друг от друга по внешним признакам. Скорость развития у самцов и самок разная. И примерно самка откладывает за свой период жизни до 500 яиц. Основной период личинок, которые они проводят в улье, они создают туннели, прогрызают соты, поедают пергу, мед. И таким образом проходит несколько циклов за пчеловодный период, когда она развивается. Основной интерес к этому насекомому появился в конце 18-го, начала 19 века. С точки зрения медицины этот интерес появился со времен Ильи Ильича Мечникова, когда он разрабатывал препарат для лечения туберкулеза. И выявил, что личинка восковой моли вырабатывает именно те ферменты, которые могут разрушать воскоподобную оболочку палочки Коха. И таким образом в дальнейшем его последователи стали изучать данные эффекты и выяснили достаточно интересные факты, что у личинки имеется гуморальный ответ на различные инфекционные, патогенные микроорганизмы. И таким образом тема изучения насекомого в сфере микробиологии, иммунологии получил свое развитие. Сейчас на пике популярности, если посмотреть научные исследования по данному насекомому, то мы увидим, что насекомое активно используется в качестве тест-объекта в различных биотехнологических направлениях. В чем суть применения, в чем преимущество восковой моли? В том, что
гуморальные ответы схожи по ответам с ответом человека. Таким образом, мы можем тестировать различные фармакологические, какие-то микробиологические эффекты именно на данном насекомом. И здесь снимается множество каких-то вопросов и проблем с точки зрения биоэтики. Кроме того, мы видим, что цикл развития, он намного быстрее, чем у лабораторных животных, поэтому эффекты мы видим намного быстрее и ярче. Ученые стремятся стандартизировать геномный аппарат насекомого для того, чтобы применять ее в различных лабораториях уже как стандартный объект исследований. Кроме того, когда Мечников стал изучать это насекомое, то, конечно, появились медицинские эффекты. И здесь применение получило широкое именно для лечения бронхолегочных заболеваний, туберкулеза, известно широко в народной медицине. Кроме того, последовательнее уже в 90-е годы это институт биофизики, город Пущино, изучали эффекты и доказали кардиотропные эффекты заживления рубцов после инфарктов. Далее на спортсменах изучали эффекты по выносливости и доказали, что адаптогенный эффект повышения выносливости повышается у спортсменов. Кроме того, здесь также следует указать, что в целом повышаются иммунные ответы у организма при применении экстрактов из личинок большой восковой моли. Также польские ученые доказали, что личинка достаточно питательна и может применяться как альтернативный источник белка. Содержит не только аминокислоты, также незаменимые жирные кислоты, микроэлементы и так далее. Поэтому, конечно, при определенных условиях это можно применять для замены белка. Кроме того, хотелось отметить, что паутина, которая плетет личинка, она по качеству схожа с паутиной тутового шелкопряда. То есть это тоже, в общем-то, такое уникальное свойство, которое можно, в общем-то, изучать и развивать именно для текстильной промышленности и так далее. Доказанный эффект такой интересный. Частоты, которые слышит бабочка, на 100 кГц выше, чем слышит летучая мышь. То есть до 300 кГц. Для сравнения мы слышим до 20 кГц. То есть это достаточно такой тоже эффект, удивительный факт. Я думаю, что этот эффект применяется для защиты от каких-то других вредителей, врагов насекомого. В своих условиях лаборатории мы изучали тоже множество эффектов, и один из них – это с точки зрения экологии. В 2017 году достаточно получило широкое развитие изучения данного насекомого с точки зрения экологии как переработчик или биодеструктор синтетических полимеров. Данный эффект основан как раз на том, что синтетические полимеры, такие как нам известные различные полиэтилены, они похожи по природе с воском. Поэтому личинка с легкостью может с помощью ферментов определенных расщеплять и перерабатывать. Данный эффект мы изучали и получили интересные результаты. Следующий эффект, о котором хотелось упомянуть, о том, что можно применять в сельском хозяйстве. Для этого личинку использовали также как биологическая добавка для повышения продуктивности животных и доказали ее эффективность применения. Но это все касается самого насекомого. Здесь хочется отдельную ветвь исследований рассказать про продукты жизнедеятельности. Когда стал вопрос, что еще можно изучить, мы поняли, что биологической активностью обладают продукты жизнедеятельности. Есть
исследования, что они похожи по эффектам с самой личинкой, но мы все-таки это не утверждаем, а имеют другие качества. Ну, например, мы доказали, что продукты жизнедеятельности можно применять для повышения антибиотикорезистентности. Ни для кого не секрет, что в ветеринарии, так и в медицине достаточно серьезной проблемой является устойчивость патогенных микроорганизмов к ряду антибиотиков. И как раз наши растворы, изучаем мы, они как раз могут применяться для повышения эффекта антибиотиков. Кроме того, продукты жизнедеятельности личинок большой восковой моли можно применять также как добавку для продуктивных сельскохозяйственных животных. То есть они также повышают продуктивные качества, повышают иммунные реакции животных. Поэтому с уверенностью можем сказать, что применяя и выращивая личинку, можно использовать все, что она нарабатывает в различных сферах деятельности человека. Совместно с нашими коллегами-садоводами провели серию экспериментов, где мы доказали, что продукты жизнедеятельности можно смело применять как стимулятор роста растений на стадии укореняемости и на стадии пролиферации, а иначе можно сказать на стадии роста, активного роста растений. Кроме того, проводили серию экспериментов по изучению регенерации тканей. Доказали, что наши вещества можно использовать для улучшения заживляемости ран. Таким образом, этот эффект можно использовать как в хирургических методах, так и для ветеринарии, для лечения ран. И таким образом мы можем в целом подытожить, что данные эффекты можно применять в косметологии для улучшения тургора кожи и для улучшения питания кожи. А также мы можем утверждать, что наши растворы можно применять для восстановления после пластических операций. Основное применение восковой моли именно в нашей стране и в странах СНГ – это в сфере медицины. Все это началось, как я уже сказала, со времен Мечникова и сейчас широко применяется в апитерапии, в достаточно доказуемой сфере медицины. И мы можем смело утверждать, что можно применять восковую моль для лечения бронхолегочных заболеваний, различных видов туберкулеза, далее для лечения сердечной недостаточности, для лечения рубцов после инфаркта миокарда. Также хорошее средство от атеросклеротических бляшек. Доказаны эффекты в педиатрии и гастроэнтерологии. Кроме того, имеются доказанные эффекты в спортивной медицине для повышения выносливости и показателей физической силы спортсменов. Интересный факт, что из всех стадий развития самая прожорливая стадия – это личинка. Остальные стадии, они не питаются. Следует отметить, что многие под молью понимают любую моль, в том числе и плотяную, которая ест шубы, и ту, которая крупы ест. Вообще это все одно семейство чешуекрылые, но это все разные виды. То есть есть зерновые моли, есть фруктовые моли, есть плотяные. То есть это все разное предназначение. Моль восковая имеет два подвида. Это большая восковая моль, то, что мы изучаем, и маловосковая моль. Честно сказать, в чем сильная разница, и в природе их сложно различить между собой. Но они по систематике, они существуют, но их, наверное, никто и не видел в глаза. В Рязанской медакадемии проводили интересные исследования по тому факту, что экстракт из личинок восковой моли применяли в гинекологии при вопросах невынашивания и по вопросах бесплодия.
Таким образом, доказано, что данные экстракты при систематичном и правильном подобранном приеме, они повышают эффекты вынашивания и могут помочь от бесплодия в том числе. Данные экстракты применяются в апитерапии и только по назначению врача. Поэтому, конечно, мы можем отнести это к медицинским эффектам, но для этого, конечно, следует обращаться к медицинским работникам. Среди многих пациентов, которые применяли экстракты личинок большой восковой моли, был обнаружен эффект, пусть он и не доказанный, но он есть, что ощущение себя более молодым, более живым, он, в общем-то, налицо. То есть мы можем также отнести применение экстракта личинок большой восковой моли именно к геронтологии. То есть наука, изучающая старение и изучающая эффекты для омоложения организма. Ну и, собственно, это тоже подтверждается, может быть, можно объяснить с точки зрения медицины и науки именно тем, что очищаются сосуды, улучшается кровоснабжение, и в целом самочувствие, оно, конечно, тоже налицо. Поэтому к этой науке мы тоже можем отнести экстракты.